Всем привет! Добро пожаловать на канал Giveaway Motovlog. Я приветствую вас на русском языке. Это мое первое видео, которое я снимаю на русском. Итак, я хотел бы посвятить это видео 5 причинам, по которым следует не закрывать мотосезон перед наступлением зимы. 5 причинам. Итак, причина номер 1. У вас должно быть огромное желание кататься зимой или вообще кататься, несмотря на невзгоды погоды, а именно снег, дождь, холод, мороз и так далее. Если вы один из тех, кто страдает мототоксикозом, то, пожалуйста, у вас есть первая причина, по которой вы можете не закрывать мотосезон. Вторая причина непосредственно связана с самой погодой. Все зависит от самой погоды, от того, насколько сурова и мягка зима в вашем регионе. Я нахожусь в Казахстане, в солнечном городе Алмата. В этом городе зима протекает не так сурово, как в северных регионах Казахстана, что позволяет некоторым отморозкам вроде меня продолжать гонять на мотике зимой. Если же, однако, вы живете в очень холодном, суровом климате, то в зимние месяцы, естественно, у вас нет такой роскоши, как у меня. Сесть на мотоцикл и поехать куда вам нужно. Соответственно, я бы на вашем месте даже не дергался. Если бы я жил бы в климате, который отличался бы в корне от алматинской зимы, то я бы сейчас не записывал бы это видео, скорее всего. Думаю, вы согласитесь с тем, что катание на мотоцикле зимой ничего хорошего для здоровья не сулит. Оттуда всеми нелюбимый простатит, всякие возможные заболевания респираторных органов и так далее и тому подобное. Ну и не забываем о травматизме. Разве кто-то из нас желал бы свалиться на мотике, даже вот в этом повороте, наехав на небольшую корку льда? Погода же в Алмате позволяет иной раз выехать на мотике, дабы получить тот самый кайф. Причина номер 3. Естественно, речь пойдет о самом мотоцикле. Некоторые свойства мотоциклов не позволяют своим хозяевам ездить на них зимой. Например, вес. Представьте себе, что вы где-то на небольшом пригорке уронили свой мотоцикл. Весь в пластике, который еще к тому же тяжелый. Но не знаю, тут не то чтобы ехать на мотоцикле, даже самому стоять тяжело на земле. А вы представьте, что вам придется поднимать мотоцикл в таких случаях. А если он у вас очень тяжелый, на очень каких-то агрессивных сликах, то, поверьте мне, удовольствие не из самых хороших. Если же он у вас еще весь и полностью покрыт пластиком, то представьте себе одно падение и вашему пластику хана. Что еще хотелось бы сказать? Вес мотоцикла. Я уже об этом сказал, но легкий мотоцикл, маленький, малогабаритный, такой как мой Suzuki Van 2003 года, он гораздо проще в обслуживании, ну и самое главное в управлении. Даже на небольших участках со льдом, со снегом и так далее. Если не верите, то вы можете посмотреть одно из моих видео у меня же здесь на канале. В этом видео я ездил в прошлом году зимой в наши Алматинские горы. И что вы думаете? У меня это получилось? Конечно же, не без огромного риска, но у меня получилось. Четвертая причина. Зимняя теплая экипировка. Вы видите, я сейчас езжу в перчатках, зимних перчатках. Мои мотоштаны тоже имеют подклад, определенный дополнительный слой, утеплительный. Соответствующая по зиме, по погоде экипировка спасет вас от холода и от ветра холодного, который дует вам в лицо, в горло. Ну и в то самое место. Вы же не хотите быть
импотентом. Соответственно, носите трусы с начесом, если таковые у вас имеются. Говоря об экипировке, стоит не забывать и о том, что зимняя одежда не означает, что она должна быть без защиты. Если вы одеваете перчатки зимние, теплые, убедитесь, что они с защитой. Ваши же штаны, та же самая куртка, неважно, кожаная она или текстильная, она должна быть с защитой, с полноценной защитой. А все потому, что риск упасть зимой гораздо выше. Потому что зимой автомобилисты, например, меньше всего ожидают увидеть байкера у себя в зеркале заднего вида. Ну и не стоит забывать то, что зацеп зимой гораздо хуже, чем летом, ввиду того, что асфальт очень холодный. Пятая причина. Мне кажется, что все со мной согласятся, что для того, чтобы ездить зимой, нужно реально стальное очко. Нужно быть реально отморозком. И самое главное, для этого нужно иметь необходимые навыки. Я не утверждаю, что я профессиональный мотоциклист и все такое. Я не претендую на звание какого-то супер-мега-спиди Гонзалеза. Но никто не отменяет здравый смысл и рассудок. Рассудок, который говорит, что если вы все-таки решили ездить зимой, то вы должны обладать некоторыми навыками. Например, когда я ехал сегодня утром, а я ехал утром, когда было еще темно, еду, и асфальт вроде бы такой сухой, чистенький, но иногда я вижу какие-то влажные участки. Проезжая по ним, я даже не могу понять, то ли это лед, то ли это вода, я не знаю, это замерзшая вода, либо просто вода в жидком состоянии. На таких участках приходится максимально сбрасывать скорость, как я это сделал сегодня, вот на этом видео. Ко всему прочему, учитывая холодный асфальт, нужно заранее планировать тормозной путь. Заранее нужно оттормаживаться, смотреть в оба. Как я уже до этого говорил, никто не ожидает, что увидит байкера на мотоцикле зимой. Тут летом-то нас не видят. Зимой же риск быть незамеченным гораздо выше. Еще раз повторяю, нужны навыки. Ну и еще одна причина в довесок бонусом. Я не стал бы называть это одной из причин, потому что многие скажут, что это маразм. Так оно и есть. Самое главное, нужно быть реально отморозком. Но вот реально нужно быть долбанутым чуваком, который бы продолжал бы ездить зимой, даже если у него позволяет и мотоцикл, и экипировка, и погода, и все остальное. Нужно быть психом. Не удивляйтесь, если люди вокруг вас будут крутить пальцем у виска. Что я часто встречаю и замечаю. В общем, желаю всем всего доброго, удачных покатушек, зеленого света и поменьше гайцев. Всего доброго. Пока.